Здравствуйте, меня зовут Наталья Тимирбаева, с вами «Кактус Медиа». Сегодня мы обсуждаем крайне важный для всех семей, где есть дети, вопрос – дистанционное образование. Не только в школах, но и в детских садах. Чтобы обсудить эту важную тему, мы пригласили двух активисток – мам из инициативной группы, которые выступают за возобновление традиционного обучения как в школах, так и в детских садах. Тубекова Карлыгаш и Бекибаева Акмарал. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами познакомились в телеграм-канале «Стоп Дистант». Да. Давайте вы сначала расскажете о себе, какие у вас есть дети, сколько им лет, где они учатся, и почему, я так понимаю, что вы организовали эту группу, почему, как возникла вся эта группа? Да. Но у нас была новость о том, что у нас открывают 1 апреля, правильно? Вначале... У вас сколько детей? 1 февраля. У меня 2 детей. Старший сын учится в школе 70-й, во 2 классе, а дочь ходит в муниципальный садик в 47-й. У вас? У меня пока один ребенок, школьник, тоже в госшколе учится. В каком классе? Во 2 классе учится начальная школа. К сожалению, представителей из старших классов мы не смогли пригласить, у них не получилось сегодня по времени. А так тоже есть среди нас родители и именно старших классов. Да, то есть ваши дети вот в прошлом году, в марте, сели на карантин, и потом нам сказали, что, может быть, вы выйдете. Это... Предыстория возникновения группы следующая. В сентябре месяце, в октябре месяце, когда, помните, нас 6 или 7 октября нас должны были открыть. Нам дали сообщение, отправляют, что, ребята, завтра приходим в школу, в школьных чатах, все отлично. Потом октябрьские события, нас не открывают, понятное дело, это все затягивается. Существует еще одна группа родителей, которые начинают бегать по Минобразования, мэрии, они начинают просить: ребят, когда вы нас откроете, дайте нам четкий ответ. Четкого ответа мы не слышим, нам даже входящий номер на документы не ставят элементарно. Везде начинают говорить, друг на друга ссылаться, мэрия ссылается на управление образования на ЦГСН на аппарат. Как это? Совет безопасности. Вот, друг на друга они ссылаются вот по кругу. И когда уже пошел 3-й или 4-й круг, у родителей начинают опускаться руки. И мы понимаем, что не создав общественный резонанс, ничего у нас не выйдет. Потому что мы хотели получить конкретные ответы, когда нас запустят, по каким алгоритмам нас запустят, будет ли вообще этот запуск в текущем учебном году, что нам говорят. Давайте подождем немножечко, после революционного это остановится, мы вас запустим. Окей. Давайте чуть подождем после Нового года, мы вас запустим. Хорошо, Новый год наступает, не запускается. 1 февраля, все, запускают. 1 февраля наступает, нету ничего. И что нам остается делать? Конечно, мы вынуждены были, чтобы вызвать какой-то общественный резонанс, мы вынуждены были прийти к сотрудникам мэрии, создавать какие-то группы, объединения, чтобы нас услышали, чтобы дали выбор родителям, у кого нету возможности детей отдать в частные сады, у кого нет возможности нянек нанять, чтобы дали выбор тем родителям, создавали просто сидеть с ними дома. Да, многие же родители только у нас, по-моему, среди моих только знакомых, 30-40% вынуждены были бросить работу и остаться дома с детьми. Услуги нянек, вы сами прекрасно знаете, они выросли, прейскурант вырос сильно. Репетиторство тоже не каждый из нас себе может позволить. Даже наша семья, считающая со средним уровнем дохода, мы не можем себе позволить. Да. Я так посчитала. С текущими ценами на все. И просто поставить крест на образовании наших детей мы не смогли. Если мэрия наша, Минобразование считают, что они дают достойное образование, то это не так. То они заблуждаются. Конечно. И вы создали... Мы вынуждены были создать, чтобы Когда нас услышали. Это было в начале февраля, да, Карлыгаш? Да. И сейчас
в вашем канале что-то около 1000 человек. Да. Ну, чуть меньше, да. С учетом в нашем канале есть журналисты, есть представители мэрии, они тоже отслеживают управление образования. Но в целом родителей там человек 800. Но надо учитывать, что это родительские комитеты в основном. Да, то есть это представители. Это представители. Целой группы родителей. У каждого родителя есть еще свои WhatsApp-чаты. У многих родителей нету телеграмма же. У нас телеграм, к сожалению, не так распространен. Да. И поэтому еще есть отдельно WhatsApp-группы, которые там по 100, по 200 человек, небольшие группы. WhatsApp у нас там же есть лимит по количеству, 200 с чем-то лимит вмещает. И поэтому основная информация, конечно, идет в Телеграме, но с Телеграма это все распространяется по WhatsApp-каналам города. Вот смотрите, вот сейчас я уверена, что часть родителей, находящихся по ту сторону, вас поддерживает, с вами согласна, а часть говорит: да вы, безумные мамаши, родили, и теперь хотите их сбагрить, да? И так говорят. Мы это слышали, мы так говорят, давайте вспомним не только родители. Да. И неужели, да, здоровье ваших детей вам важнее, не так важно, чем образование? Вот что вы можете ответить? Можно я на отвечу? такие вот Да, у нас буквально было предпоследнее собрание в мэрии, когда нас пригласили с участниками ГЦСН, управления образования, полностью ЧППК, штаб весь присутствовал. Присутствовали радкомитеты с города, попечительские советы. Лично я задала вопрос господину Кундашеву, руководителю ГЦСН. Представим такую ситуацию. У нас есть контактное лицо. Какая вероятность, что он может заразить человека? От одного, допустим, до бесконечности. Он сказал, вероятность 100%. О том, что этот контактный может заразить как одного человека, так и 100 человек. То есть мы не говорим о том, что если уменьшается количество детей или уменьшается среда, меняется среда этого ребенка или человека, не знаю. В любом случае фактор заражения он всегда присутствует. Это можно и в общественном транспорте заразиться. Это мы можем сейчас от друг друга даже заразиться с вами. То есть это подтвердил сам главный врач ГЦСН. Да, давайте вот здесь важно отметить так, для всех родителей сразу четко поясню. Мы не ковид-диссиденты, это раз. Мы не антипрививочники, там, мы не против вот этих всех санэпидтребований, да. Мы прекрасно понимаем все риски. Мы знаем, у многих из нас в семьях мы переболели, и дети в том числе. Но мы сами переболели. Риски, насколько вот при текущей эпидситуации закрытие школ поможет эпидситуации. Когда мы получаем у руководителя ЦГСН статистику о заболеваемости в школах, что мы получили в феврале? Статистику, которую он лично передал. В феврале мы получили статистику такую, что дети, которые посещали школы, заболевали, но в меньшем количестве, чем те, которые сидели дома. То есть если ребенок сидит дома и у него практически такой же риск заболеть, то зачем его ограничивать в образовании? Вы поймите правильно, дети год сидят дома, у них иммунитет пониженный. Зачем еще больше загонять их в эту кабалу? Почему из детей мы должны делать заложников политической ситуации? Почему они должны оставаться крайними, когда весь город работает, продолжает жить жизнью доковидной, скажем так? Родители у этих детей работают. Родители у этих детей посещают мероприятия. Эти дети посещают кружки, они играют во дворах, они ходят по гостям. Мы прекрасно знаем, что весь город у нас друг с другом контактирует. Да. И те родители, которые вот вы не хотите пускать сейчас своих детей в школу, хорошо, вы можете дать гарантию, что вы сами не приведете заразу домой? Что у вас дети будут вот прям 24/7 сидеть в 4 стенах и ни с кем не контактировать. Вы не можете дать эту гарантию, это раз. Эта зараза может прийти к вам в любой момент и из любого другого места, не только из школы. Ваши дети будут посещать вместе с вами, по гостям ходить. Вы не знаете, где был человек до этого, с которым вы встретились на мероприятии, на ужине или неважно где. Вы не знаете, если риски одинаковые, то зачем детей держать в 4 стенах? У нас лично был в классе случай, я сейчас далеко не буду ходить. Ребенку год мы сидели дома, урок физкультуры идет.
Ну что там они там играют? Ну, типа, да. Футбол, баскетбол, там особо нету этих. Мячик они погоняли, зарядку поделали, ребенку стало плохо. Вы представляете, до чего мы довели наших детей, что на уроке физкультуры обычная нагрузка рядовая для него уже тяжелая. Опять-таки вопрос к тому, чтобы сбагрить. Вот честно, хотели бы мы сбагрить детей, мы бы поступили проще. Мы бы просто отправили их в деревню, к бабушкам, дедушкам, да? Ну что, начальные классы, им сейчас все равно плохие оценки не ставят. Это, знаете, да. это даже сейчас уже не только мы об этом говорим, как родители. Конечно. Сейчас говорят об этом эксперты, те же самые учителя. У нас в группе очень много педагогов. Они в открытую Бьют тревогу, высказывают конечно. свою позицию. Вот буквально вчера даже у нас подключилась к нам группа педагог, где она четко объяснила, насколько чревато сейчас онлайн-обучение дистанционное. То есть у нее, у самой уже понимание того, что первое время она пишет, что да, действительно мы опасались, да, это вероятность всегда есть, была и будет. Мы с этим должны свыкнуться и понимать. Это много зависит от нас самих, от общественности, как мы будем вести себя, как мы будем проводить свое время, своих детей также. Действительно, многие родители, они вынуждены возить с собой детей на работу. В этом же риск. Да, в общественном транспорте. Мы поднимали вопрос, вот тоже скажу о том, что о гигиене общественного транспорта в мэрии. Почему не проводились профилактические работы среди пенсионеров? Пенсионеры массово куда-то целый день передвигаются, хотя они в зоне риска. Почему не проводятся с ними работы? Ничего не изменилось. Транспорт как был в ужасном состоянии, никакой уборки, ничего, об этом мы даже речи не идет. Родители возят с собой, вынуждены возить с собой на работу, вынуждены оставлять детей одних дома, закрывать их, тем самым подвергая опасности. Ждать, пока твой ребенок выпадет из окна, сидеть. У нас многие родители сами говорят о том, что мы, сидя на работе, закрывали детей и целый день были с ними на видеосвязи. То есть они и не дома, и не на работе. Дети сами себе предоставлены. На самом деле опасность существует не только связана с ковидом, но тут еще есть много вот таких факторов, которые связаны с тем, что дети остаются одни. А вы как-то обращались? Вот я вижу, что сначала вы прошли все круги, а потом с вами ведь встречался и Новиков, Да. и Да. вице-мэр. С вице-мэром мы не раз встречались, причем Что вам обещали на таких Поначалу нас не выслушали, после того, как общественный резонанс поднялся, СМИ эти вопросы начали подниматься. Потом мы пришли к диалогу. К сожалению, мы живем в такой стране, когда ты тихо, мирно приходишь, просишь там, объяснить, просишь помощи, к тебе не прислушиваются. К тебе, знаете, когда будут прислушиваться? Когда все начнут скандалить, вот говорить, ребята, дайте, я требую. Требовать. Да, когда мы только начнем требовать, причем не просто в письменном, бумажном виде, которые могут там выкинуть, да, а вот именно общественный резонанс создавать. Но все же вам да. что-то обещали или говорили, извините, нет, мы не Знаете, будем Наталья, выпускать. с самого начала мы попросили штаб ЧППК предоставить нам информацию по алгоритмам. То есть у них был план, что они откроют 1 февраля, правильно, 1 февраля школы. Ну, они же, да, передумали. Буквально на несколько дней проходит, меняется эта новость о том, что не будут открываться школы и сады муниципальные. На что мы попросили, вы по каким-то алгоритмам должны были открыть, по каким, озвучите нам эти алгоритмы, что за год было сделано, какая программа была создана. Покажите нам на бумаге, у вас, наверное, это все есть, эти все документы? Конечно, мы же должны быть уверены в чем-то. Ни разу нам не предоставили алгоритмов, как таковых не было. Что, как будет предприниматься, как будет открытие. Еще хочу выразить нашу позицию, то, что мы не требуем, мы просим дать нам выбор. Кто хочет учиться на дистанционном обучении, пусть остается дома. Весь материал, в принципе, мы как бы уже привыкли, да, к тому, что мы действительно получаем дистанционно какую-то информацию. Она есть, и учителя тоже где-то построились.
Но тут опять-таки возникает очень много вопросов, что якобы учителям нужно будет платить в двойном размере, что для учителей это большая нагрузка, двойная нагрузка. И получается так, что якобы мы требуем за всех, что есть половина людей, она есть, эти люди, они опасаются, кто-то даже, вот мы делали опрос в нашем классе, и попечительский совет Вот в вашем делал. классе сколько детей? В нашем классе 50. 54 человека. Боже мой. 54 человека. Да. И что хочу сказать. По результатам опроса у нас 40% оставались хотели бы остаться на онлайн. Но когда открыли школы, вы не представляете, все дети были рады, все 100%. Но тут причина ведь была не только, они Да. озвучили причины, не связанные с ковидом. Родители озвучили причины с тем, что мы детей отправили там, допустим, куда-то за город к родителям, к бабушкам, дедушкам. Не могут вернуться. Да, мы сейчас, если их вернем, а вдруг нас завтра закроют, а мы не можем постоянно отлучаться от работы. Второй вопрос, что у кого-то сейчас как бы средств нету одевать детей к школе. Третий вопрос, что да ладно, уже тут осталось, скоро до каникул, мы уже досидим, потому что мы не хотим возить детей в школу. Был даже такой парадоксальный ответ, мы проводили опрос, что мы не пойдем в школу, потому что мы на это время уже записались на курсы. Да. Вот, с вами кстати, согласна, по очень много поводу таких садов. детей. Мы просили о том, чтобы открыли дежурные группы. Мы не просили запустите все. Откройте муниципальные сады по тем же алгоритмам, что работают частные сады. И мы никогда не говорили о том, чтобы закройте и частные школы, сады, потому что мы понимаем, что большинство родителей, которые как-то выходят из положения, они отдали своих детей в частные сады. Вот буквально даже вчера мы разговаривали тоже с родителями, с других групп. Они спрашивают, когда нас откроют. Сейчас в детских садах запустили подготовительные группы и из остро нуждающихся. Это мамы, которые воспитывают одних детей, и из социально уязвимых слоев. Да. Ситуация и специализированные сады, где... Да, специализированные сады ведомственные все работают. Где иначе ребенок останется вообще без подготовки. И вот опять-таки делаю акцент на то, что мы никогда не были против того, чтобы закрыли частные сады, потому что поступают к нам такие отрицательные комментарии о том, что почему вы говорите о том, чтобы нас тоже закрыли, а как нам быть в этой ситуации, когда мы отдаем ползарплаты на частный сад только для того, чтобы не потерять работу. Мы тоже в безвыходной ситуации. И это действительно так. У нас в группе, в нашем саду, больше, около 30% сейчас ходят в частный сад, потому что они не попали, они, то есть ребенок состоит и в муниципальном саду, и сейчас родители были вынуждены отдать в частный садик, потому что... Конечно. Но гарантия того, что они не потеряют место, нам дали гарантию управления образования. То, что не переживайте, место за вами сохраняется, все так же. Но опять-таки, алгоритмы, которые были применены на частные сады, не применены на муниципальные по отношению к дежурным группам. Сейчас в государственных садах 10 детей. Это в той группе, когда принималось... От 70. 60 детей в группе было, да. Стабильно, да, 60 детей, стабильно 50 с чем-то ходит, но все равно. Ну вот смотрите, вашего ребенка, второклассников, в школу все-таки выпустили. Вот какого числа? Выпустили, нас 9 марта выпустили. По алгоритму 20 минут класс? Нет, мы нас выпустили полноценно вас выпустили. И что увеличило заболеваемость? У нас в классе конкретно я не могу сказать. По нашей школе, я знаю, что по статистике ЦГСН 6 человек по нашей школе есть. То есть только в нашей параллели учатся больше 300 детей. А сейчас у нас 6 или 7 параллелей, да, у нас? Да. То есть если в каждой параллели хотя бы по 200 человек возьмем, 1000, это как минимум 1500 детей. Это просто минимально считать. Из 1500 6 заболели. И, конечно, никто из нас с вами не знает, это было в школе, это было дома, это было где-то в транспорте, как мы с вами знаем, может быть, это было от взрослых. Если эти 6 детей заболели и они принесли заразу, то есть эпидемия, то в школе как минимум человек 100-150 должны были заболеть, я так понимаю. Но нет, у нас есть 6 человек детей, которые
которые бы болели, мне кажется, чем-то. Ну, то есть, да, мы не знаем, что это ковид. У нас же сейчас пневмония и ковид объединены. Мы с вами прекрасно знаем, что идет переходный сезон. И для этого эти сезона дети это заболели норма. именно тяжело? Или просто вот им взяли У них положительный, я так понимаю, у них положительный ПЦР. Мы точно не знаем. То есть какие у них симптомы? И вообще, мы знаем, может что вот быть, 6 человек бессимптомно? обнаружено. Да, 6 человек обнаружено. Это может быть просто положительный ПЦР, или это может быть там Без рентген. симптомов, да. Мы не знаем. Но если были бы, я думаю, серьезные, какие-то Да, то серьезные- все-таки вы бы знали. Да, это мы были бы в курсе, об этом бы говорили. Вот смотрите, мы больше года уже сидим дома. да. Первоначально говорили, когда мы закрывали в марте, что это на 2 недели, на 3 недели до конца учебного года, и затем будут продуманы алгоритмы. Вот на самом деле, на мой взгляд, ни Министерство образования, ни Управление образования не придумало ничего для того, чтобы предложить, во-первых, по-настоящему дистанционное образование, а во-вторых, все-таки разделить детей. Если Да. вы хотите пойти в школу, Да. а я не хочу, Да. то такие возможности есть у очень немногих школ. Вот это мое такое наблюдение верно, или вам все-таки кажется, что что-то делается? И Министерство образования, когда утверждает, что вполне нормально провело этот учебный год, право, или оно ошибается, вот на ваш родительский взгляд? Давайте просто посудите новости, прочитайте новости за последнюю неделю. Что у нас говорит? Сначала мы вас закроем, потому что у нас ситуация нехорошая. Потом, нет, через 2 дня у них решение меняется, мы вас не будем закрывать. Мы вас закроем на выборы 11-12 число. После выборов Да, 12-13, на самообработку. самообработку. 12-13 на санобработку. То есть эпидситуация все-таки позволяет вас открывать. На самом деле нет у них никаких, ни алгоритмов нету, ни решений нету. Все решения принимаются так, наобум. Сегодня они одно придумали, завтра они второе придумали. Просто зачитывание цифр идет Да. ежедневно. Статистики. Посмотрите, что они говорят. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, монотонная информация, вот там столько-то, столько-то, столько-то. Хорошо, мы эту информацию прочитали в штабе. Что вы предлагаете с этой информацией делать? Хорошо, мы обнаруживаем эти случаи, там мы закроем. На самом деле карантин для чего нам нужен? Карантин нужен для того, чтобы приготовиться к следующей волне. Да. Мы закрылись на карантин. Мы готовы к следующей волне? Нет. Что было предпринято за год? Ответьте на вопрос, мы задавали этот вопрос на всех собраниях, которые мы Что вам отвечали? От прямого ответа Нету, не было. нет не прямого было прямого ответа. Ни Вы разу. даже можете посмотреть все эфиры, хотя половина эфиров были удалены с страниц официальной мэрии. И вопрос в том, что действительно алгоритмы никакие не созданы, не внедрены. И еще вопрос в том, что мы, муниципальные школы, сады, относимся к мэрии. К Минобразованию мы не относимся. Да. Они только контролируют учебный процесс. Да, они программу Да. утверждают. А Учебный к Минобразованию относятся частные сады и школы. То есть мы, идет разделение. Не в плане там, многие задают вопрос, почему Минобразование молчит. Минобразование молчит, потому что мы к ним не относимся. Мы относимся к управлению образования при мэрии города Бишкек. Мы ходили на встречу к Эльмире Сансызбаевне. Она нас убедила, что все сейчас будет идти по плану, который задуман. Мы попросили, озвучьте план. Как вы будете внедрять, как вы будете запускать. И опять-таки мы предложили вариант того, что давайте создадим рабочую группу. Нам сказали, мы не хотим брать на себя ответственность, берите, если вы так хотите, берите ответственность на себя. Нам предложили написать заявление. Но вы же готовы взять на себя такую Мы ответственность? Более того, заявление. написали, уже собрали. Да. И где теперь эти заявления? Нету. И что нам в итоге сказали? Вы хотели написать заявление, вы написали. Вот, по-моему, то ли вы писали, то ли 24 Киджи писали, там комментарии Эльмиры Сансызбаевны. Родители сами изъявили желание, они написали, мы к этому никакого отношения не имеем. В итоге мы оказались сами же крайними. Помимо этого, там дело в том, что начали споры, потому что не было единого шаблона этого заявления. Каждая школа, сад сам печатал текст, примерно схожий, и
Где-то был текст о том, что сад полностью от себя ответственность убирает по безопасности ребенка, хотя мы говорим только о ковиде. О ковидной безопасности, Да, но как такового шаблона единого для города не было предоставлено. Ребенок упадет или ему прошибут голову из-за того, что об Да. этой безопасности мы говорим, это все равно по-прежнему должен воспитатель нести. Ответственность будут нести родители, согласно этому Да и на заявлению. это же были согласны. Написали же и такие заявления. Написали, все, что от родителей требовалось, все сделали. Потому что у родителей стоит выбор. Либо ребенок останется голодный, либо ребенок пойдет в сад со всеми текущими рисками. Вот что, к сожалению, мы имеем на сегодняшний день. И все же, почему вы вот так хотите, чтобы ваш ребенок пошел, в садик я еще понимаю, да, вот в школу? В чем здесь главная ваша задача или их комплекс? У нас есть одна задача, это нормальное образование детей, потому что сравнить буквально... То есть вы считаете, что вот так, как ребенок учится сейчас, образование он не получает? Нет, сейчас наши дети ходят в школу. Вот сейчас мы видим да, на офлайн. На онлайн обучение, образование он не получает. Он не получает. Это никакое образование, потому что учителей бросили раз на раз. При том, что учитель старался. Учитель старается, я ничего против Претензий к учителя нашим не могу педагогам сказать. нет. Они, у них что? Их же просто вот на амбразуру бросили, вот вам, пожалуйста, приказ, делайте, что хотите. Да. Интернетом их не обеспечили. Все школы, абсолютно каждая школа города Бишкек обеспечивается родителями. Интернет обеспечивается полностью родителями. Телефоны, ноутбуки, не у каждого учителя Далеко есть не ноутбук. даже телефон, который... Даже телефон, то есть родители все обеспечили учителям. Учителя что делают, бедные учителя? По WhatsApp пытаются, аудиосообщениями пытаются делать, но это все равно не то. Мой ребенок, который, среднего, я не скажу, что он у меня там двоечник, троечник, да, он в принципе все схватывает, все понимает, но нам было очень-очень тяжело. А интерес к знаниям? Абсолютно. Тем более у никакого. такого маленького ребенка, такие маленькие дети проявляют Не то, что у интерес. маленького. И у старших вообще ни у кого нету. О каком интересе мы говорим, если вся наша задача на Вот как у вас онлайн-обучении, лично строился процесс? все списывается, все сходит к тому, что нам нужно где-то что-то переписать. Вы знаете, еще тут вопрос в том, что Какое когда образование? у тебя один ребенок, два, это еще как-то. Если детей от 3 и более, и родители работающие, то тут результат налицо о том, что действительно образование, дети, они сами не делают уроки. То есть они заняты всем, предоставлены сами себе. И многие пишут нам, что мы вынуждены бежать с работы, нужно какие-то домашние дела сделать, и делаем всю ночь домашние задания. Вот недавно я разговаривала с педагогом, она учитель в городской школе, у нее 4 детей, 2 детей она отправила в область к сестре, так как там школа работает. Она временно перевела своих детей в областную школу. Что все-таки лучше, чем онлайном учение в Конечно, Бишкеке. с учетом того, что она сама педагог, она сама целый день сидит на онлайн, то есть обучает, как учитель, занимается полностью основной своей работой. Младшие ее дети учатся, она отдала их в частный сад, потому что садики не работают. И она говорит, вы знаете, я получаю на руки 17-18 тысяч со всеми надбавками и так далее, максимально. 16 тысяч я отдаю за 2 по 8 тысяч на частный сад. Вот ситуация, и если разбирать каждый случай по отдельности, то действительно ситуация уже накалена, люди на пределе. Не нужно, можно не слушать нас, можно просто прочитать комментарии под вашими новостями, и все ясно становится, настроение людей. Уже настал тот пик, наверное, где, если мы весь год исполняли то, что нам говорили, максимально старались прислушиваться, также, но если бы за этот год нам сказали, что мы предприняли, ребят, не волнуйтесь, теперь все будет, мы будем максимально готовы к волне третьей, либо же к офлайну, да, но этого не происходит, и по сей день. Мало того, что мы должны были, нам сказали, что мы войдем в экспертную группу, как инициативная группа, что никакой группы не создано, мало того, что
нас, можно сказать, везде заблокировали, с нами не выходит на связь. На этой неделе вот тоже наш третий админ Чинара, она была в мэрии. Также она сказала, что сделала замечание, почему ни один работник мэрии не в маске. На что им ответили, что мы все переболели, у нас антитела и так далее. Хотя, кстати, вот у нас в школе, да, взяли анализ на антитела. У нас, да, по желанию наша школа там какой-то проекте какой-то участвует, да. Тестовый какой-то проект, родители по своему собственному желанию могли сдать кровь. Вообще, по всем наблюдениям, даже по знакомым я могу сказать, я не знаю, как насчет 60%, но 40% у нас есть антитела, у меня лично тоже есть. Я сама лично сдала кровь. Все переболели, причем в хорошем коэффициенте, коэффициент антител. Хотя вы не бессимптомно вы переболели? Нет, у нас есть, я переболела достаточно тяжело, достаточно серьезно переболела. Ну, есть антитела в плане, у всей нашей семьи есть антитела. Кто-то серьезно переболел, кто-то более легкой формы. А вот смотрите, платить за школу вы все равно продолжаете? Пока мы были на дистанционном, мы не платили. Вот сейчас мы вышли, там за охрану, за уборку мы все-таки начинаем платить. Но это значит, что вот учителя, да, которые выполняли огромную нагрузку, они не получали от вас надбавок, которых они получали из попечительских советов. Возможно, они получали. То есть, смотрите, во время дистанционного родители не платили. Мы ничего не платили. Это только в нашей школе. Это только в нашей школе. Которые платили. Есть среди других школ, есть те, которые как по 500 сомов они там платят за охрану, за уборку, они продолжали платить, потому что в школах уборка все равно ведется. Школы все равно продолжают проверять на вот эти требования, там всякие обработки и т.д. и т.п. Их продолжают проверять, и многие родители писали, что проверяли. Да дело даже не в этом. Тут финансовый вопрос, понимаете, многие родители готовы идти на уступки. Да, мы обеспечиваем готовы. Эти школы, сколько лет мы продолжали, мы обеспечивали и будем продолжать их обеспечивать. 52 статьи расходов по сколько муниципальным школам. Там статей у нас государство обеспечивает? Получается около 64, 12 статей только обеспечивает государство, 52 статьи расходов обеспечивает полностью родители. То есть это даже не половина, мы не 50 на 50 с государством, то есть 80% расходов полностью обеспечивают родители и молчат. И согласны на это, да, и как бы мы это делаем мы не ради кого-то, мы это делаем ради своих собственных детей, чтобы они сидели в хороших теплых кабинетах, чтобы у них были учебные предметы, мы покупаем учебники, мы платим за аренду учебников, мы обеспечиваем мы платим за уборку, за охрану, мы обеспечиваем интернет. И то к нам вот такое отношение. Тут еще есть вероятность того, что мы поднимали этот вопрос и в мэрии, и при встрече с Артемом Эдуардовичем Новиком, о том, что многие педагоги и учителя, и воспитатели просто уходят в частные школы и сады. Они тоже, да, люди, у них есть нагрузка семьи. Меньше, зарплата больше. Вот, мы об этом и сказали, о том, что меньше проблем, такая же пятидневка, условия намного лучше в несколько раз. И учеников меньше. Да, мы удерживали 15 тетрадей, а не 54. Да. Конечно. Даже вот Анастасия Валерьевна, с которой вот мы с педагогом разговаривали, у которого 4 детей, она говорит, мне ежедневно поступают предложения с частных школ. Мне даже сказали, что вы можете работать в нескольких школах. Она работает в муниципальной школе. Я говорю, Анастасия Валерьевна, почему вы не уходите? Какая ваша причина? Она говорит, я не могу бросить своих детей, которых я взяла. Это, конечно, на таком уровне, что это, видимо, человеческое отношение такое, да, но мы же понимаем, что им тоже нужно растить детей, кормить. Жизнь не остановилась на этом. И кто-то не выдержит, кто-то уходит. Понятное дело. В нашем саду несколько воспитателей во время, сколько не работал сад, они ушли на подработку. Они не ушли из сада, но они работали, кто-то работал в кафе на кухне, кто-то работал, еще в каких-то местах. Вот я знаю, что 2 воспитателя у нас ушли, не у нас, а в другом саду ушли на подработку в частный сад 2 через 2. Понятно. То есть люди находят сами какие-то... И не факт, что они вернутся ведь. Конечно. Да.
Потому что вот этот кадровый вопрос, он станет очень серьезно. И ни мэрия, ни управление образования, ни Минобразование не смогут эту проблему решить, потому что зарплатами они конкурировать не смогут. Да. Ни зарплатами, ни условиями. Но никто же не думает же о последствиях. Никто не думает. Им сейчас важно провести выборы, провести референдум. Наши дети заложники текущей политической ситуации. Почему они должны оставаться крайними в этом вопросе? Все взаимосвязано. Почему проводятся агитационные собрания, на которых присутствует основная группа риска взрослые люди, пожилые люди, первые в группе риска? Да. Они присутствуют. Но тем не менее, никто же о них не думает. Никто. Они же проводят свои агитационные собрания. Они референдум свой пропихивают как могут, правильно? Да. Почему у них идет выборочная? Даже когда нам объявили о карантине, нам не сказали с 8-го, ребят, ситуация патовая, давайте с завтрашнего дня уходим на онлайн, все. Нам не сказали, нам сказали, ребят, с 12-го уходим. То есть вы перезаражаете друг друга пару дней, пока у нас там мы готовимся к выборам. А вот когда нам нужна будет тишина, вы сидите дома. И это только дети. Все понятно. Давайте еще раз резюмируем. Итак, чего вы хотите вот своей группой, своей инициативной группой донести до чиновников? О чем ваша основная задача попросить? Вот давайте попросим. Предоставить нам выбор. Да, предоставьте выбор. И хватит делать из детей жертв, пожалуйста. Предоставьте, информацию о том, что какие были разработки созданы. Что вы разработали за год касательно муниципальных школ и садов. Многие дети сейчас в те же самые подготовительных группах, они потеряли год. В сентябре они должны идти в школу. Дети не готовы. У них сейчас есть время, то есть этот месяц, который ходят, и летние 3 месяца, чтобы подготовиться к школе. Мы задавали этот вопрос. Предоставьте нам выбор. Кто хочет оставаться на дистанционном обучении? Да, действительно, тут осталось до летних каникул всего ничего. Но даже эти 1,5 месяца, сами педагоги говорят, мы можем за эти 1,5 месяца многое сделать. Да, детей вернуть в ту колею учебную. То есть они уже будут дисциплинированы в том, что мы учимся, отдыхаем, потом мы снова выходим в школу. Мы не говорим о том, чтобы закрыть весь город и так далее, но нужно более, наверное, грамотно подходить к этому вопросу. Где-то нужно понимать, что не все люди живут одинаково, что есть ситуации, когда люди просто не могут себе позволить, чтобы их дети сидели дома. И вы готовы принять участие в разработке вот этих алгоритмов предлагали для разделения детей? Мы никогда не говорили, ребят, пожалуйста, вот вам проблема, делайте. Мы же всегда идем навстречу, мы всегда говорим, пожалуйста. У вас есть свои предложения, вы готовы их озвучить с педагогами, с чиновниками? С первого дня. Да. С первого дня мы готовы помогать в работе с родителями. Да. И именно в работе у нас есть определенная группа родителей, которые, там есть антимасочники, мы там всякие ковид-диссиденты, мы готовы проводить работу и с этой группой родителей. И соблюдать санитарные нормы. Мы понимаем, что на определенные уступки должны идти, то есть маски носить. Покупать санитайзеры. Мы покупаем. Но если мы обеспечиваем школу, неужели мы не можем своего ребенка обеспечить какими-то условиями, санитайзерами, масками? Мы все это делаем. Но для нас каждый день важен, каждый день на вес золота. Да. Вот ребенок 4 урока провел, первый день, 9 марта, я прихожу, это наблюдение только по моему одному ребенку. Я прихожу, он вечером самостоятельно занимается и делает уроки. Да. Вы не представляете, какая-то радость видеть, что твой ребенок понимает текущую программу. А у нас этого не было на протяжении года. Еще, Наталья, вопрос касательно нашей рабочей группы, которую мы просили создать. Мы бы в этой группе совместно с мэрией, управлением образования, управлением здравоохранения при мэрии, на самом деле буквально за этот месяц очень много вопросов поднялось. И не только касательно карантина, ковида, касательно безопасности детей. Пользуясь случаем, я бы хотела все равно вернуться к этому вопросу о том, что недавно школьника покусала собака. Что предприняла мэрия после этого? Что предприняло правительство?
Почему до сих пор нет никакого запрета на выгул собак? Ежедневно, 7 апреля люди везде гуляют с собаками. Лично я видела и делали замечания этим людям. Ну, эта понятно. опасность, это она не до сих маленькие, конечно, причем это бойцовые собаки, опасные собаки. Много вопросов тех, которые мэрия самостоятельно не будет поднимать просто по той простой причине, что они не знают, каково это. И только при тесном сотрудничестве с родителями, с определенными группами мы бы смогли прийти к какому-то общему знаменателю. И вы готовы? Вы всегда были готовы? Да, мы готовы. Ну, нас смотрят чиновники из мэрии. Я думаю, что они хотя бы на какую-то степень сдвинется. Не уверена, что этот учебный год нам все-таки удастся нормально завершить, но нас ждет следующий, и мэрия должна к нему подготовиться во всеоружие. Надеемся. Да, вы, уважаемые родители, если у вас есть аргументы как за эту точку зрения, так и против, оставляйте, пожалуйста, комментарии для того, чтобы мы ваше мнение могли донести до людей, которые принимают решения. Ну и если вы хотите поделиться своим мнением, вы можете записаться, вступить в телеграм-канал, да, еще раз «Стоп-дистант Бишкек». Да, это очень легко найти. Да, и выразить там свою поддержку за возобновление традиционного обучения. Еще раз спасибо всем. Спасибо. Оставляйте комментарии. Спасибо вам. Спасибо. Надеюсь, что нас услышат. Очень надеюсь. Спасибо. До встречи. Усё?